Друзья, всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня мы приехали в очень интересное место под названием Озерский гай. Это парк и музей под открытым небом. Он находится в 70 километрах от Любляны. Сегодня здесь будут выбирать самую тяжелую тыкву. В прошлом году победителем стала тыква весом 713 килограмм и побила словенский рекорд. А вообще мировой рекорд 1190 килограмм, самая тяжелая тыква. Вы представляете, 1190 килограмм – это вес легкового автомобиля. Не зря все-таки в сказке про Золушку Золушка приехала в карете из тыквы. Что-то в этом действительно есть. Пойдемте посмотрим, я думаю, будет интересно. Мы купили билеты в Озерский гай. Билеты на всю семью стоили 20 евро. По 7 евро билет на взрослого человека. 2 евро стоит билет на ребенка до 6 лет. И 4 евро на школьника. Посмотрите, вот уже когда сюда заходишь, то уже встречаешь вот такие вот выставку уже тыков. Смотрите, как красиво. Смотрите, здесь стоит такая небольшая мельница. Мельница. Да, видели, да, буча. Буча – это тыква по-словенски. Вот такой вот фонтан. Смотрите, как красиво. При входе в парк нас встречает вот эта тыква. На ней написано, что я не самая большая, но я самая красивая. Друзья, сейчас вот идет регистрация участников соревнования. И вот посмотрите, вот здесь выставлены тыквы. Действительно, из некоторых могла бы получиться хорошая карета. Смотрите, какие большие тыквы. Вау! Какая красота! Вау! Подойдем поближе. Вот здесь около тыквы есть, у каждой тыквы есть листочек. Написано, кто ее вырастил. Потом напишут, сколько вес и какое место эта тыква займет. Вот такие вот большие, красивые тыквы. Смотрите, круто. In pazljivo poslušate govor predsednika Ozerskega gaja. Darko Bele. Сейчас посмотрим директора. Сейчас будет речь говорить директор Озерского гая. Dva. Prav lep pozdrav vsem skupaj tudi v imenu Ozerskega gaja na 11. državnem prvenstvu o tehtanju in merjanju tehle buč velikank. Najprej bi se želel zahvaliti društvu Bučmani iz Oplotnice, pravzaprav to vseslovensko društvo, ki skrbi za razvoj tehle čudovitih velikank in ki bo tudi danes nam precej pomagalo pri temle tehtanju in izvedbi prireditve. Prav je, da se v imenu organizatorja Озерского гая in društva Bučmanam zahvalim glavnim sponzorjem. Ну, сейчас официальная часть праздника началась. Поприветствовали участников соревнования. Сказали, что будут выбирать не только по тяжести тыкву, но также будут выбирать и по объему.
И вот сейчас приветствует всех директор Мозырского гая и говорит спасибо садоводам, которые принимают здесь участие, спасибо гостям. Немножко отвлечемся от тыков и посмотрим цветы. Посмотрите, какие красивые букеты собрали славянские флористы. Друзья, смотрите, в соревновании участвуют также самые длинные бучки, которые растут не вширь, а в длину. Представляете, я вот таких ни разу не видела в своей жизни. Даже, смотрите, даже телевидение сюда приехало и берут интервью у маленьких садоводов. Очень мило. Enkrat pa je zmagal Dejan Medlak. Se pravi, vse čas imamo dvoboj Lovše Fifold, danes ga je dobil Janko Lovše. Друзья, переходим уже к финалу. Осталось 3 самых больших тыквы. Вот сейчас одну из них грузят. Вот эта тыква 421 килограмм. Сейчас будут грузить тыкву, которая мне больше всего понравилась. Очень интересно, сколько же она будет весить. Мы за нее болеем. Хотим узнать, сколько она будет весить. Эрик ее вырастил. 510 все-таки она весит. 510. 510. Пока не на первом месте. На первом месте. 510. Сейчас на первом месте эта тыква. Надеемся, что она займет первое место. Вот ее команда, которая ее вырастила. Они радуются. Ну точно, они будут либо на первом, либо на втором месте. Друзья, смотрите, сейчас взвешивают арбуз. Арбуз по-словенски любеница. Сколько же он весит? Очень интересно. Рекорд был около 70 килограмм в прошлые года. Вот сейчас узнаем, сколько в этом году весит арбуз. 40 килограмм. 41 килограмм этот арбуз. Сейчас они будут мерить длину. Кто из длинных тыков победит. Я таких, конечно, тыков не видела никогда. Это вот тыква, она победитель. Ее длина 2 метра. 2 метра. Но их было всего 2. Одна метр 80, другая 2 метра. Сейчас будут грузить вот эту вот тыкву, к ней подошел мэр. Вот это вот мэр города Мозырья, он облокотился на вот эту вот тыкву. Интересно, сколько же она будет весить? Сейчас объявят вес последней тыквы. Посмотрите, это просто карета для Золушки. Вот на такой вот тыкве, я думаю, Золушка приехала на свой бал и встретила своего принца. Ага, нам открывают по одной циферке с другого края. Подожди. Нет, подождите. Ого! 719 килограмм! Вау! Снова рекорд! Эрик взял приз зрительских симпатий. Вот сейчас его тыкву снимает телевидение. Майже не смей, не? Покажи зуби.
Tako, bravo. Просит пока улыбнуться. Vem, se kar ne takej boli. Он вырастил эту красивую Эрик. тыкву. Erik, pridi zdaj sem, dosti tega slika. Sam pošlje. Садоводов спрашивают, сколько раз в день вы гладите свою тыкву, пока ее выращиваете? И наш рекордсмен ответил, я глажу тыкву каждый абсолютно день. Друзья, оказывается, за первое место дают 1000 евро, за второе 500 и за третье 300. Вот это да, это вообще просто круть. Друзья, закончился конкурс, и мы уже идем, просто гуляем по парку. Вот смотрите, как здорово. Здесь вот прямо около старинной кузницы сейчас что-то готовят. Ой, смотрите. А то и юха? Ja, goveja. А, говея юха, супер. Это говяжий суп. Какой интересный туннель. Полностью из растения. Несмотря на то, что сегодня 25, по-моему, 25, сегодня 25? Да. 25 сентября, у нас плюс 25. И посмотрите, какие красивые цветы растут в Мозерском гае. Посмотрите, какой музыкальный инструмент. Можно вот так подойти и поиграть. Это такая психотерапия для успокоения нервов. Класс. Когда я только первый раз приехала в Словению, больше всего мне понравились здесь детские площадки. Они такие удобные, по большей частью сделаны из натуральных материалов. И всегда мне нравилось, что они сделаны, что на них насыпаны мелкие-мелкие такие камушки. То есть и мягкие такие камушки, как на пляже, галька. То есть ребенку будет даже не больно упасть с этой детской площадки. Друзья, здесь столько интересного в этом парке. Конечно, к сожалению, за одну поездку я не смогу показать вам все. Приезжайте сами сюда и увидите все живьем. Смотрите, еще какую хочу вам показать часовню. Смотрите, как интересно. Мне всегда нравятся славянские католические церкви. Как они выглядят. Так уютно. Действительно, станешь верующим. Хочется зайти, присесть и помолиться. Хотя я неверующий человек. Парк Мозерский гай лежит вдоль реки Савинья. Посмотрите, какие красивые здесь водопады. Посмотрите, какое озеро. И здесь и рыбки плавают. А еще здесь, смотрите, лотосы. Ну это просто нет у меня, ребята, слов. Как здесь красиво. Старинная мельница в парке Мозерский гай. Смотрите, как интересно, в самом парке разводят пчел. Здесь стоит улей, собирают мед. Подходим сейчас к смотровой вышке. Поднимемся на нее с вами и посмотрим на Мозерский гай с высоты, так сказать, птичьего полета.
Посмотрим, как он красив. Шли мы к смотровой вышке. Сейчас мы с вами поднимемся по лестнице и посмотрим на парк с высоты. На каждом этаже этой вышки висит огнетушитель. То есть парк заботится о безопасности своих гостей. На каждом этаже можно остановиться, отдохнуть и посмотреть парк. Друзья, мы пришли наверх. Посмотрите, как парк выглядит сверху. Посмотрим с разных сторон. Посмотрите, какие красивые виды. Детская площадка. Друзья, хочу напомнить вам, чтобы вы подписывались, не забывали подписываться на мой канал, ставить лайки и нажимать колокольчик, чтобы вы не пропускали наши следующие путешествия. Вот так здесь красиво. Конец сентября, но ощущается, как будто сейчас август. Приезжайте в гости.